Холодное февральское утро 1944 года Марит Костоева помнит, как сегодня. Ей было всего 12 лет, когда ее семью из 6 человек отправили в неизвестность. 12 дней и столько же ночей ехал их поезд. Сначала они попали в Кустанайскую область, а уже оттуда в Алмату. Из-за столь юного возраста Марит отказывались брать на работу, но желание помочь маме было превыше всяких преград. Спустя несколько лет девочку все же взяли на ткацкую фабрику, где местные казахи научили ее шить. Спустя 75 лет Марит с большой теплотой отзывается о людях, с которыми судьба свела ее в Казахстане. Будущего мужа она тоже встретила во время депортации, когда Абукар Костоев после окончания Великой Отечественной войны приехал к своим родственникам в Казахстан. Увидев красавицу Марит, он уже не мыслил свою жизнь без нее. В итоге молодые люди сыграли свадьбу, и несмотря на то, что в те годы у нее было много поклонников, она никогда не жалела о своем выборе. Сплоченность, вера в будущее и надежда на скорейшее возвращение на родину грела каждого из депортированных, отмечает дочка Марит Яха Костоева. زواخو حتشويش سن خليط غير تج أروار ودر خليط تشويش هذا الشيء ديزل تج حتشويش سجل زي غير تج قال ساعتنا بما بستودي غير تج اشتشيل جا حج خم فينخ أصبح أنتي دقيقة За все эти 13 лет они не потеряли чувство собственного достоинства, присутствие духа, своей религиозной принадлежности и в итоге смогли вернуться домой. Приехав на родину в 60-х, каждый из них начал жизнь буквально с чистого листа. Правда, вернуться удалось не всем. В Казахстане семья Марит потеряла 2 братьев и сестру. Но сегодня все это позади. Помня этот день, мы должны идти вперед, развиваться и гордиться тем, что сегодня имеем, отмечает бабушка Марит. Депортация десятков тысяч человек до сих пор болью отзывается в людских сердцах. Но ингушский народ выстоял и смог достойно перенести все эти тяготы. Все это благодаря сплоченности и силе духа. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.